Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам. Вас приветствует Чечен-синдром. Это случилось 14 декабря, в 2017 году во Франции. В тот злополучный день, два друга, Байсангур и Бекхан, чеченцы по национальности, решили поехать в город Миас, за покупкой запчастей для автомобиля. Миас – это небольшой городок на юге Франции, недалеко от города Перпиньян, где собственно парни и проживали. В тот декабрьский день стояла просто чудесная погода. У друзей было хорошее настроение, и ничего не предвещало беды. Парни доехали до городка, встретились с продавцом, и последовали за его машиной. По пути, их обогнал автомобиль и встал между ними. Бекхан и Байсангур не хотели терять из виду машину, за которой следовали, и внимательно за ней следили. Они приближались к железнодорожному переезду. Издалека, впереди себя, они увидели школьный автобус, приближавшийся им навстречу, и подъезжающим к переезду. Автомобиль, за которым они следовали, успел пересечь переезд. Машина, ехавшая впереди них, остановилась, так как автобус на ее стороне начал пересекать колею. Далее, перед друзьями развернулась самая настоящая трагедия. Они услышали гудок, и сам поезд, стремительно надвигавшийся на автобус. Парни, в тот момент просто замерли, как будто бы онемели. Затем последовал очень сильный удар и грохот от столкновения. Это все произошло мгновенно, в течение нескольких секунд, но это мгновение, я думаю, друзьям никогда не удастся забыть. Поезд, который двигался со скоростью 75 км в час, сбивает автобус и разрезает его пополам. От мощного столкновения поднялось много пыли, и сквозь эту пыль начали доноситься крики, плач и стоны детей. На месте аварии, кроме Байсангура и Бекхана, было еще 3 очевидца. Один из них исчезает, охваченный паникой и страхом. 2 других хватаются за мобильные телефоны, чтобы срочно позвонить в службу спасения. Но Бекхан с Байсангуром бросаются спасать детей. Первым ребенком, к которому парни подбежали, была девочка по имени Алисия. Она очень сильно пострадала и лежала на рельсах. Бедная девочка была вся в крови, и звала на помощь свою мать. Когда Байсангур приблизился к ней, она схватила его за ногу и просила не оставлять ее одну. Парни боялись, что автобус вот-вот загорится, и поэтому хотели быстро эвакуировать оставшихся в нем детей. Байсангуру пришлось остаться с девочкой, а Бекхан кинулся к тем, кто остался в автобусе. Байсангур положил ее к себе на ноги, и как мог успокаивал ее. Из ран девочки сочилась кровь. Байсангур своими руками скрывал эти раны от девочки, чтобы она не видела их. Я пытался с ней о чем-то поговорить, хотя на тот момент я и не особо знал французский, чтобы не дать потерять ей сознание. Я очень сильно боялся, что она умрет, признается Байсангур. А тем временем Бекхан, заскочив в автобус, видит женщину-водителя, которая пыталась встать с места и выбраться из автобуса. Она была в шоковом состоянии. Бекхан вынес ее и осторожно положил на землю, и она сразу же потеряла сознание. Ну а дальше Бекхан бегал от одного раненого к другому, пытаясь хоть как-то им помочь, пока не подоспела служба спасения. А Байсангур все пытался хоть как-то поддержать Алисию и облегчить ей страдания, пока не прилетел вертолет и не отвез девочку. Ему это удалось. Перед эвакуацией она немного пришла в себя. В той аварии погибло 6 детей и 14 детей было ранено. Да помилует Всевышний всех погибших, даст скорейшего выздоровления всем пострадавшим, и терпения всем их родным и близким. Примерно год спустя, после тех трагических событий, Байсангуру и девочке Алисии вновь совсем случайным образом суждено было встретиться. А случилось это вот как. Байсангур и Бекхан работали у одного человека. Во время разговора, этот мужчина рассказал про свою племянницу, которая выздоравливает после аварии в Миясе, в тот самый злосчастный день. Оказалось, что этот мужчина приходится дядей той самой девочки Алисии. Тогда парни рассказали, что невольно стали очевидцами той страшной трагедии. Мужчина сразу же сообщил об этом Алисии. Девочка сказала, что очень хорошо помнит своего спасителя,
и хотела бы с ним повидаться, что позже они и сделали. Алисия была очень тронута и счастлива от этой неожиданной встречи. Друзья, в завершении, от себя хотелось бы выразить огромную благодарность этим двум настоящим мужчинам, Байсангуру и Бекхану, и пожелать им удачи во всех их делах. Ну а на этом все, друзья. С вами был Чечен Синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.